Вот. Нет, на самом деле потрясла даже реакция православной церкви, потому что, ну, в общем-то, руководители всех церквей, конфессий в Беларуси однозначно выступили против насилия, призвали власти прекратить насилие и осудили вот захват, фактический захват власти, который произвел Лукашенко. И даже митрополит православной церкви Павел, он, в общем-то, сам гражданин России. Сначала он поздравил Лукашенко, потом сказал: нет, что-то я поторопился. И он осудил тоже насилие. Он сам лично посещал церкви, он не только церковь, он лично посещал больницы и встречался с людьми, которые... На инаугурации был, Наташ? Нет, в том-то и дело, что мы вот Ну, видим, это сильный для московского священника, сильный поступок. что вот этот человек поступает по-божески, по-христиански. Ну, Да? будем То есть, надеяться, будем то надеяться. есть, но потом Россия его отозвала. И сегодня этого человека Все нет. понятно. То есть, поскольку РПЦ, то есть его отозвала, и сегодня мы имеем уже другого руководителя. Вот, и, в общем-то, вот такая вот реакция Русской Православной Церкви показала, что, в общем-то, на чьей стороне сегодня, не скорее не на стороне Бога, а на стороне дьявола. Католическая церковь тоже очень принципиально выступила по этой причине. Митрополит Кондрусевич, о котором я говорила. Я и не сомневался-то на самом деле, конечно, да. Да, ну и, безусловно, все протестантские церкви, они также осудили насилие и призывают сегодня к новым, честным, свободным выборам.